Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. С чем приехали на Генеральную ассамблею ООН лидеры США и России? Удастся ли Обаме и Путину договориться по острым вопросам двусторонних отношений? Сирийская семья, бежавшая от войны в Россию, уже 3 недели находится под стражей и обвиняется в незаконном пересечении границы. И очередной взрыв в Одессе. На этот раз нападению подверглось здание Службы национальной безопасности Украины. И сегодня внимание всего мира обращено на Нью-Йорк. В штаб-квартире ООН началась общеполитическая дискуссия. Серия выступлений глав государств и правительств, участвующих в работе Генеральной ассамблеи ООН. Сегодня там выступают лидеры Соединенных Штатов, России, Китая, Франции, Ирана и многих других стран, которые обычно называют ключевыми державами. Сегодня, пожалуй, еще больше интереса, чем отдельные выступления в рамках Генассамблеи, вызывает предстоящая встреча Барака Обамы и Владимира Путина. Президенты США и России не проводили формальных переговоров после аннексии Крыма и вмешательства Москвы в события на востоке Украины. Подготовкой повестки дня встречи Обамы и Путина занимались накануне госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обе стороны назвали прошедшие здесь накануне между ними переговоры конструктивными. Обсуждались две темы. Главным образом это Украина и Сирия. Как ожидается, они будут доминировать и на переговорах Обамы и Путина. По словам представителя Госдепартамента Чарльза Мартина, США в очередной раз напомнили России о необходимости безоговорочного соблюдения минских договоренностей по Украине. Границы украинским представителям и дали полный доступ представителям ОБСЕ и представителям неправительственных организаций, которые сейчас не имеют полный доступ к мирным жителям на Восточной Украине. Со своей стороны Сергей Лавров сообщил, что передал американской стороне российский анализ выполнения минских протоколов. Российская сторона считает более важной сирийскую проблематику. После встречи с американским коллегой Лавров рассказал, в чем сходятся и в чем отличаются подходы России и США к решению этой проблемы. Достаточно близки, потому что Джон Керри сегодня подтвердил, что единственной целью Соединенных Штатов и созданной ими коалицией является борьба с террористами, прежде всего ИГИЛ. Это и наша цель. Единственное, что у нас пока не получается в плане сближения позиций, это практические выводы из этой общей цели. Лавров также сообщил, что между разведками России, Ирана, Ирака и Сирии налажена координация с целью обмена разведданными в рамках борьбы против ИГИЛ. Джон Керри, в свою очередь, отметил, что пока координация усилий по борьбе с терроризмом оставляет желать лучшего. Американская сторона все еще не уверена в истинных намерениях России в Сирии, сказал «Голосу Америки» Чарльз Мартин. Мы надеемся, что, конечно, мы можем лучше координировать действия, если на самом деле Россия хотят бороться против ИГИЛа, а не просто поддерживать Асада. Обе стороны надеются, что встреча Обамы и Путина позволит выйти на политическое решение сирийской проблемы. Ну и помимо встреч на высоком уровне в Нью-Йорке проходят акции протеста против политики президента Путина в Украине и в других странах. Такие акции состоялись накануне и проходят сегодня. Вот что наш корреспондент Виктория Купчинецкая из Нью-Йорка увидела на одной из них. Представители разных национальных диаспор бывшего Советского Союза и представители ЛГБТ-сообщества вместе держат антипутинские плакаты напротив здания международной организации. В этой толпе национальных разногласий нет, а есть единый порыв критиковать российского лидера. Путинские войска находятся на территории моей страны. Мои друзья, мои близкие страдают от его агрессии. Молодые ребята погибают, и меня это возмущает. И самое страшное, что я не могу ничего сделать. Украинцы вместе с русскими, латыши вместе с белорусами. Все те, кто недоволен внутренней и внешней политикой российской власти. Видите, я русский, этнический русский, но родился в Донецкой области, Украине. Буквально в моем родном городе произошла вся эта ужасное дело, все это заваруха. Поэтому я, конечно, протестую против бандитизма путинского, российской агрессии. Пришли представители латвийской диаспоры в Нью-Йорке. Латыши пришли поддержать украинцев против российской агрессии. Мы также обеспокоены пропагандистской войной, которую Путин развязал в странах Балтии. Пришли оппозиционеры.
Зенон Позняк, председатель партии Народного фронта Беларуси, уже давно критикует и президента Путина, и президента Лукашенко и считает, что один слишком много влияния оказывает на другого. Лукашенко согласен делать все, что ему скажет Путин. Это человек-марионетка, он очень много сделал для Беларуси такого, что Беларусь просто не развивается. Оппозиционеры считают, что взаимодействие Запада с российским лидером должно быть минимальным. Ну, как может быть взаимодействие с человеком, который развязывает войну? Взаимодействие может быть ровно настолько, насколько нужно эту войну прекратить. Представители ЛГБТ-сообщества обвиняют российского лидера в применении двойных стандартов. Человек, который публично всегда отрицает наличие гомофобии в России, но тем не менее он подписывает законы, которые нас дискриминировали, и мы были вынуждены уехать. В частности, я был уволен из-за того, что я гей, и открыто об этом заявил в России. Многие участники акции скептически относятся к будущей встрече Барака Обамы и президента Путина и многого от нее не ждут. И сейчас к нам на связь от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке выходит наш нью-йоркский корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, здравствуй. Чего нам стоит ожидать от встречи, вот этой вот долгожданной встречи Владимира Путина и Барака Обамы? Нужно, наверное, Игорь, начать с того, что сегодня начались очень важные общеполитические дебаты. И первым номером, как обычно, по традиции выступила Бразилия. И выступил президент Обама, как принимающая страна. Он говорил о необходимости совместных усилий в борьбе с исламским государством, о новом лидерстве, о том, что современные страны-лидеры должны придерживаться демократических принципов и выполнять международные законы. И он также защищал американо-иранское соглашение, которое, как мы знаем, здесь, в Соединенных Штатах, вызывает очень много противоречий. Но, конечно, вот эта встреча Барака Обамы и Владимира Путина, которая произойдет сегодня, чуть позже, во второй половине дня, вот в этом здании за моей спиной, она, конечно, вызывает очень широкий интерес международной общественности. И накануне министры обеих стран встретились и пообщались на эту тему, то есть как бы они подготавливали вот эту встречу на высшем уровне между двумя президентами. Госсекретарь США Джон Керри и от этой встречи ожидают, что все-таки будет найден политическое решение для разрешения вот этого конфликта в Сирии. Но, как мы уже отметили, для российской стороны не Украина, а именно Сирия является приоритетом. Игорь. Спасибо, Вика. Это был наш корреспондент из Нью-Йорка Виктория Купчинецкая. Российская аннексия Крыма и последовавший за этим военный конфликт в Восточной Украине спровоцировали самое значительное обострение отношений Запада и России за последние 30 лет. С какими установками глава Белого дома сядет за стол переговоров с президентом России? О мнениях экспертного сообщества в материале Вадима Оленичева. Для Барака Обамы предстоящая встреча двух президентов, считают западные политологи, это возможность дать понять Владимиру Путину, что намеренное игнорирование мнения Запада пойдет России только во вред. В первую очередь, в Вашингтоне рассчитывают, что российский лидер даст ясный ответ относительно участия Москвы в сирийском конфликте. В Сирию уже прибывают военные и транспортные самолеты России, доставляющие режиму Асада снаряжение, личный состав и даже танки. Если такие шаги Кремля приведут к эскалации конфликта или открытию нового фронта, успех действий западной коалиции окажется под угрозой. Но будет ли российский лидер откровенен с американским? Президенту Путину эта встреча нужна больше, чем президенту Обаме. Позиция на мировой арене у Соединенных Штатов гораздо сильнее, чем у России. Естественно, они должны коснуться вопросов о Сирии, а также об Украине. В отношении Украины стратегия Запада постепенно обретает конкретные формы. Мы оказываем Киеву финансовую помощь, и санкции против России начинают приносить результаты. Вот на это и должен указать президенту Путину президент Обама. В отношении Сирии ситуация обостряется с каждым днем, но стороны все-таки могут найти общий язык. В то же время, напоминают эксперты, не следует забывать, что Россия пока еще входит в сферу первостепенных интересов не столько США, сколько Евросоюза. Именно безопасности Европы непосредственно угрожает конфликт в Украине. И это европейцы зависят энергетически от поставок российского газа. Торговый оборот России с ЕС примерно в 10 раз превышает объем ее торговли с США.
Поэтому и лидерство в налаживании отношений с Россией должны взять на себя государства Евросоюза, считает большинство американских экспертов. Конечно, остро стоит и вопрос о санкциях, введенных Западом против Кремля. Но здесь, говорят политологи, Белый дом должен проявить непреклонность и не идти на уступки. Вопрос о незаконной аннексии суверенных территорий принципиальный. К тому же нельзя допустить, чтобы другие, еще более радикальные режимы восприняли ситуацию с Крымом как руководство к действию. Что касается дальнейших перспектив в отношениях Запада и России, общий вывод экспертов таков. Лидеры США и Евросоюза не могут и не должны закрывать глаза на политику Москвы в Украине и на Ближнем Востоке. И если отменить санкции, введенные против российского руководства, для него это может стать сигналом того, что аннексия Крыма прошла безнаказанно. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии или в других государствах. Во всяком случае, на сегодняшний день она этого не планирует, заявил Владимир Путин в интервью популярной программе «60 минут» американского телеканала CBS. При этом Путин признал, что группировка «Исламское государство» контролирует большую часть сирийской территории и представляет непосредственную угрозу России. Ожидается, что Путин и его американский коллега Барак Обама, выступая сегодня на Генассамблее, уделят большое внимание проблеме распространения насильственного экстремизма в мире. И наш корреспондент Пэм Докинс в интервью с заместителем госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Ричардом Стенгелем спросила у него о планах США по противодействию этому явлению. Одна из основных вещей, на которых мы концентрируемся, это глобализация ИГИЛ, или ДАШ, как мы это называем на арабский манер. Будет общение с лидерами стран, в которых влияние ИГИЛ растет, где они разворачивают серьезные кампании. Речь будет идти не только о борьбе с экстремизмом, но и о противостоянии насильственному экстремизму посредством образовательных программ, которые помогают бывшим боевикам вернуться к нормальной жизни в их прежних общинах, реабилитации молодых мужчин и женщин, воевавших на стороне экстремистских группировок. То есть речь пойдет о целом спектре жестких и мягких мер. Пока политики самых высоких рангов пытаются разрешить проблему исламского государства, сотни тысяч людей спасаются бегством от военного конфликта. Историю одной из таких семей нам сейчас расскажут коллеги из Праги. Шахида. Спасибо, Игорь. Бежали от войны и оказались в изоляторе аэропорта Шереметьево. Вот уже третью неделю здесь держат семью беженцев с 4 детьми, которые приехали из сирийского города Африн. Российские спецслужбы обвиняют их в незаконном пересечении границы и угрожают уголовной ответственностью. На прошлой неделе их историей занялись активисты Комитета помощи беженцам «Гражданское содействие». Мы практически здесь живем уже с мужем. Здесь мы рано утром приезжаем, вечером уезжаем, думаем, какие-то результаты нам будут. Тамара Османова приехала с мужем в Москву из Самары, чтобы вызволить свою родную сестру из транзитной зоны Шереметьево, где ее семью держат уже третью неделю. Сестра Тамары Гулистан, родом из Казахстана, но много лет назад вышла замуж за сирийца, а у них родилось 4 детей. Сирийская война докатилась до иракского Эрбиля, где последние годы жила семья, и Гулистан с мужем и 4 детьми решили уехать оттуда к родным в Россию. Однако сотрудники российских спецслужб не позволяют родным даже увидеться. Нам сюда нельзя, режимное помещение. Нам удалось пообщаться с Гулистан по скайпу. Вот мы тут находимся. Видите? Вот теперь нас сюда бросили, мы на земле спим и на земле сидим, и вообще никто ничего не спрашивает. Вы голодные, умираете, что с вами? Никто нас тут не спрашивает. Нас бросили и все. Основная претензия российских пограничников – недействительные паспорта. Сирийские паспорта, так как они в городе Африн выданы, их не признают. Это вот, как сказать, вот такое же положение, вот как Украина не признает Донецк и Луганск. И такая же ситуация у нас там, потому что в Сирии вот город Африн контролируется курдами. И вот они просто, сирийцы, не признают курдов. Действия российских пограничников противоречат Международной конвенции о статусе беженцев, согласно которой люди, ищущие убежище, даже если они пересекли границу нелегально, не должны подвергаться наказанию. Комитет помощи беженцам «Гражданское содействие» будет добиваться освобождения семьи от уголовной ответственности и присвоением статуса беженцев. Первое заявление в Федеральную миграционную службу было подано еще 13 сентября, однако ответа до сих пор нет. Более того, как ни странно, когда я в пятницу говорила с руководством Федеральной миграционной службы, они позвонили в Шереметьево ответили, что у них нет таких людей.
Так что я думаю, что сегодня все будут в этом разбираться. А пока Комитет гражданское содействие начал сбор денег на более комфортные условия пребывания сирийской семьи. Ведь и еду, и даже воду им приходится брать за свой счет, а цены в аэропорту очень высокие. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени. Протестная волна в Молдове усиливается. В минувшее воскресенье в Кишиневе прошел новый антиправительственный митинг. На этот раз организованный двумя оппозиционными партиями левого толка, сторонниками вступления страны в таможенный союз. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Палаточные городки в Кишиневе, возникшие в знак протеста против действующей власти, разрастаются. К так называемому городку «Достоинства и правды», установленному несколько недель назад у здания правительства, прибавились сотни палаток городка Победы. Организаторы – партия социалистов и политформирование «Наша партия». В минувшее воскресенье они вывели людей на митинг. Несмотря на схожие требования, организаторы новых митингов и те, кто протестует уже не первую неделю, долго не могли поделить главную Кишиневскую площадь. Во избежание столкновений полиции даже пришлось встать живым щитом. Но обошлось без потасовок. Неужели мы будем и дальше все это терпеть? Нет. Я уверен, что вместе мы способны положить конец этой позорной власти. Долой олигархов. Жёст олигархи! Жёст олигархи! Жёст олигархи! Мы все стали свидетелями в течение, особенно последнего года, крупнокалиберного беспредела, как говорит Ильян Кашу, со стороны властей. По версии организаторов, на митинг вышли порядка 30 тысяч человек. Полиция насчитала в 2 раза меньше участников. Так или иначе, собравшимся удалось заполнить центральную площадь Кишинева. Более того, мест для палаток у здания парламента митингующим не хватило, поэтому устанавливать их пришлось уже у здания Минсельхоза. В завершении акции протеста была принята резолюция с требованиями к властям. В их числе отставка президента, правительства, генпрокурора, руководителей других государственных ведомств, а также проведение досрочных парламентских выборов и снятие иммунитета с лиц, причастных к краже денег из банковской сферы. Протесты объявлены бессрочными до выполнения требований манифестантов. Акция протеста прошла и в Санкт-Петербурге. Около 400 человек приняли участие в марше мира против войны с Украиной, организованном коалицией «Демократический Петербург». Несогласованная с властями акция началась на Петроградской стороне и закончилась у Казанского собора на Невском проспекте, где состоялся так называемый народный сход. Полиция не препятствовала движению немногочисленной колонны, однако у Спаса на Крови задержала участника шествия, обернутого в украинский флаг. В центре города участники акции выпустили в небо голубые и желтые воздушные шары, спев при этом несколько песен о мире. В Одессе прогремел очередной взрыв, самый мощный и случившийся за последний год. Неизвестные подложили взрывное устройство под здание областного управления службы безопасности Украины. Обошлось без жертв. Напомню, что за последний год в Одессе прогремело около 20 взрывов. Всеволод Ананьев. Ранним утром 27 сентября жители центральных районов Одессы проснулись от мощного взрыва. Взрывчатку подложили под здание областного управления СБУ, около бокового входа. Детонацией полностью вырвала пожарную дверь. Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что взрыв произошел на уровне от 8 до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила разрушения была настолько мощной, что в нескольких кварталах от эпицентра выбило окна в жилых домах. Кое-где посыпалась штукатурка и обвалился балкон. Людмила Иванова, одна из пострадавших, недоумевает, почему за несколько дней до происшествия с вахты убрали 2 милиционеров, всегда делавших обход здания. Уже много лет здесь дежурили 2 человека, 2 милиционера. Ходили и в стужу, и в снег, и в гололед. А последних 2 дня никого нет. Между тем, сами силовики классифицировали случившееся как террористический акт и говорят о специально заброшенной в регион группе диверсантов. Не исключаем, что это именно месть службе безопасности, которая очень хорошо работала в этом регионе весной, летом и фактически зачистила регион от диверсантов и сепаратистов. За последний год в Одессе произошло около 20 взрывов. Атаки подвергались банки, волонтерские центры, помогающие украинской армии, офис правого сектора и самообороны Майдана, кафе, владельцы которого выражали активную проукраинскую позицию. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. Украина получит новые радары из США для наблюдения за границей с Россией. Оборудование может быть установлено уже в этом году.
Радары – часть высокотехнологичной системы раннего предупреждения, разработанной американской фирмой Aeroscraft. Контракт о поставке таких систем подписал первый заместитель СНБО Украины Олег Гладковский. Во время его визита на базу фирмы в Калифорнии представители концерна объяснили принципы работы систем наблюдения. Наша компьютерная программа позволяет объединять данные с радаров и видеокамер, благодаря чему оператор системы понимает, что происходит в зоне наблюдения. 800 полицейских заступили на службу в Харькове. Это 4-й город в Украине, где ликвидировали старую милицейскую службу. Полицейские пошли выпускники вузов, предприниматели, чемпионы в различных видах спорта, а некоторые пошли служить даже семьями. Инна Вареница. Кем твоя мама будет работать? Полицейским. Родители Таисии в силовых структурах никогда не работали. В полицейские мама девочки пошла сразу из декрета. Детей супруги Годун будут оставлять на бабушек, но чаще в патруль они будут выходить в разные смены. Даже во время обучения Ольга поняла, что будет успевать и на работе, и дома. Было трудно, конечно. Учеба очень все тяжело было, насыщенно. Ну ничего, справляемся. И как мама, и как полицейский. Надеюсь, все получится. Посвящение в полицейские проходило на центральной площади Харькова. Она самая большая в Европе. Под солнцем двое полицейских, парень и девушка, потеряли сознание. Последней повезло меньше. Она разбила подбородок. С новыми силовиками такое случается не впервые, признался министр внутренних дел Украины. У нас упала девочка, к сожалению, так бывает иногда. У нас в Одессе 3 человека, им стало нехорошо. Здесь и в Киеве ребятам стало нехорошо. Еще 200 полицейских заступят на службу в Харькове через 2 месяца. В полицейской службе Харькова 8% бывшие милиционеры. Сергей Лях в милиции прослужил 7 лет. Говорит, были мысли уйти из службы. Он один из немногих милиционеров, кто прошел испытания на полицейского. Задачи старой и новой структуры на самом деле одинаковы, говорит Лях, хотя есть существенные различия. Зарплата у нас будет достойная для того, чтобы, мне кажется, выполнять свои функции и обязанности, положенные на нас государством, должным образом. Инна Вареница для настоящего времени из Харькова. Эстония запустила общественный телеканал на русском языке ETV+. Он должен стать альтернативой телеканалам, вещающим из Москвы. На фоне украинского кризиса страны Балтии опасаются, что русскоязычные граждане попадут под влияние того, что здесь называют российской пропагандой. Сейчас ETV+ предлагает всего 20 часов оригинальных телепередач в неделю. Остальное время занимают русскоязычные шоу, закупленные у западных компаний, например, Deutsche Welle и BBC. Главный редактор телеканала Дарья Саар говорит, что задача ETV+ – включение русскоязычных граждан в общественную жизнь Эстонии. Эстонский налогоплательщик на содержание нового канала потратит в этом году около 2,5 миллионов евро. И ETV+ это прежде всего платформа для того, чтобы представить различные точки зрения. Для того, чтобы все люди, вне зависимости от того, что они считают, чей Крым, чтобы они могли в эфире ETV+ обсуждать эти темы, приводить доводы, приводить аргументацию. Украинская греческая диаспора насчитывает более 70 тысяч человек. В большинстве своем они проживают в селах вокруг Мариуполя. Часть из этих сел, например, Сартана и Чермалык, переносят на себе все ужасы войны, но остаются несломленными. Раз в 2 года у украинских греков проходит фестиваль Мега-Йорты, в переводе «Большой праздник». В этом году фестиваль прошел в приморском селе Урсуф. Юлия Гарпуша побывала на празднике. Мега-юрты действительно мега. У греков все с размахом, замечают гости. Представители греческих общин приехали из Харькова, Полтавы, Днепропетровска и Одессы. А у вас есть греческие корни? Да? Отец грек. Отец грек. И вы родом из Одессы, да, получается? Скажите, пожалуйста, одесские греки от наших мариупольских и сартанских чем-то отличаются? Сейчас, наверное, нет. Все настолько перемешалось. Дело в том, что одесских греков в определенный момент практически не осталось. Не было одесских. Но сейчас много переселенцев в Одессу. Так что диаспора, можно сказать, пополняется. Смысл национальной борьбы Куреш – повалить соперника на лопатки, используя чистую силу. Карина уверена, обижать парней нельзя, но с ними можно бороться. Борьба – дело не женское, потому и приходится ей сражаться только с мальчиками. Это отец и сын Ставруловы. Они кормят всех шурпой, насыщенным густым супом из ягненка и простого набора овощей. Его разливают и готовят тут же, на костре. Молодая барашка.
А еще что рассказываете, какие составляющие? Специи, лучок, перчик, зелень. Ставруловы фамилия греческая, от слова «ставрос» – крест. В 30-е годы сталинских репрессий почти все греческие фамилии получили свои обрусевшие окончания, при этом потеряв национальную идентичность. Однако сами греки Украины не только не потеряли себя как нация, но и сохранили традиции, языковые диалекты, костюмы и танцы. Юлия Гаркуша, Андрей Рыжков, Приазовье. Настоящее время. Время передавать слово вашингтонским коллегам, которые расскажут о продолжающемся противостоянии Запада и России. Об этом в нашей следующей программе. Шахида, полиции США, между тем, нередко приходится расследовать преступления, когда отсутствуют видео и фотосвидетельства, и необходимо создавать приблизительный портрет нарушителя при содействии очевидцев. Однако сегодня услугами таких портретистов пользуется не только полиция. Подробности в нашем следующем сюжете из Техаса. На основе приблизительных описаний Луис Гибсон может составить портрет человека, совершившего преступление. Чем больше деталей, тем точнее будет набросок. Если преступника поймают, значит, я хорошо поработала. Луис пришла работать в полицию по личной причине. В возрасте 21 года, будучи танцовщицей в Лос-Анджелесе, она подверглась нападению. Нападавшего так и не нашли. Однако много лет спустя эти болезненные воспоминания стали причиной, по которой Луис пришла в это отделение полиции Хьюстона. Я хочу заниматься этой работой для того, чтобы поймали парня, которого в моей ситуации поймать не смогли. Свидетели преступления могут ознакомиться со специальной книгой, которая может помочь им детально описать преступника. Иногда Гибсон приходится очень нелегко. Однажды ей пришлось работать с 4-летним мальчиком, на глазах которого были убиты его родители. Я закончила рисунок, и малыш сильно рассердился и начал кричать, зачем я нарисовала этого человека. Я поняла, что смогла добиться сходства. Люди, которые были с нами, начали плакать. Луис помогает не только сотрудникам полиции, иногда ее просят вернуть прошлое. Вот эти рисунки появились со слов человека, пережившего Холокост. Он описал мне свою 7-летнюю сестру, которую он видел в последний раз на городской площади, куда их согнали. Для своих 10 лет он был очень высокий, и его оставили в группе взрослых. Он видел, как сестру убили выстрелом в голову. Луис Гибсон сделала целый ряд подобных работ по просьбе тех, кто пережил ужасы нацизма и остался один на один со своими воспоминаниями о семьях и близких. Своих студентов Гибсон призывает пойти по ее стопам и не отказываться от возможности помогать обществу. Прошлой ночью любители наблюдений за ночным небом могли насладиться редким явлением – восходом так называемой кровавой суперлуны. Это происходит, когда полное лунное затмение совпадает с нахождением Луны в перигее, то есть наиближайшей точке своей орбиты по отношению к Земле. Луна, Земля и Солнце выстраиваются в ряд, и тень нашей планеты закрывает спутник. Кровавая суперлуна окажется примерно на 14% больше и 30% ярче обычной. Последний подобный случай произошел более 30 лет назад, в 1982 году. И в следующий раз это явление можно будет наблюдать лишь в 2033 году. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Шахида. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.